Три перестрелки за день на таджико-кыргызской границе. Двое таджикских военных убиты, 11 человек ранены. Верховный суд России признал террористической партию «Исламское возрождение Таджикистана». Россия пытается закупить боеприпасы у Таджикистана для войны в Украине. Таджикистан призывает Армению и Азербайджан к перемирию. В результате сегодняшней стрельбы в 3 приграничных районах Таджикистана и Кыргызстана погибли 2 таджикских военнослужащих, 11 человек, в том числе 6 пограничников и 5 местных жителей, получили ранения и доставлены в больницу. Об этом сообщили в Джемуате Варуха и центральной больнице города Исфары. Источник в Джемуате Варух сообщил, что 26-летний таджикский военнослужащий, который был ранен утром 14 сентября кыргызскими пограничниками, скончался сегодня после полудня от кровопотери в больнице. Один из убитых – 29-летний военнослужащий. Его убил кыргызский снайпер. Еще одному погибшему солдату было 26 лет. Он был призван в армию после окончания вуза. Его тяжело ранили, и он умер от сильного кровотечения. Из 6 пострадавших 4 доставлены в центральную больницу города Исфары, еще 2 находятся в больнице Джемуата Варух, сказал источник. Представитель Джемуата Варух сообщил, что сегодня после полудня между пограничниками 2 стран на территории селения Зумрад города Исфары, Таджикистана, граничащим с Кыргызстаном, вновь началась стрельба. Несколько жителей Джемуата Чоркух рассказали, что вторая перестрелка произошла между пограничниками около 13:30 в районе Чоркишлака. Сообщается, что кыргызские пограничники открыли огонь по таджикским пограничникам, дислоцированным на погранзаставе Достук. Тем временем в Джемуате Чорку, граничащей с Самаркандой и Камбаткена, началась 3-я стрельба. Источник в центральной больнице Исфары сообщил, что в результате обстрела раненые доставлены в больницу 3 местных жителя. По сообщениям СМИ, в результате этой трансграничной стрельбы на дороге также пострадала легковая машина, следовавшая по маршруту Чоркух-Исфара. Официальные власти Таджикистана пока не делали заявления по поводу 2-го и 3-го инцидента. Верховный суд России признал террористическую партию «Исламского возрождения Таджикистана» и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации. Газета «Известия» и информационное агентство «Интерфакс» сообщили со ссылкой на пресс-службу суда, что суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации о признании террористической партии «Исламского возрождения Таджикистана» и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации. ФПИФ считает, что таджикские власти могут злоупотребить этим решением, и на его основании многие невиновные люди будут арестованы и заключены в тюрьмы. О соответствующем обращении надзорного ведомства в суд ранее сообщал генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита в Таджикистан. Партия «Исламского возрождения» считалась крупной оппозиционной силой в Таджикистане, но в 2015 году таджикские власти признали ПИФ виновной в соучастии в мятеже Ходжи Халима, бывшего заместителя министра обороны страны, и объявили ее террористической организацией. Власти заявили, что ПИФ причастны к организации мятежа, но партийные лидеры говорят, что это голословное утверждение и что целью властей было изгнание сильного оппонента с политической сцены. Кремль пытается закупить у Таджикистана боеприпасы к советским артиллерийским системам и предлагает отставным военным поехать на войну в Украину. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на Главное управление разведки Украины. Сообщается, что с просьбой о предоставлении военных боеприпасов Федеральная служба военно-технического сотрудничества России обратилась к Минобороны Таджикистана. Речь идет о передаче 220-мм реактивных ракет «Ураган» РСЗО, а также боеприпасов до 203-мм САУ «Пион» и двигателей УТД-20 для БМП-1 и БМП-2. Данные боеприпасы используются в советских артиллерийских системах, говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечено в информации, военные в отставке и сотрудники МВД Таджикистана получают предложение подписать контракт с вооруженными силами России. Таджикским военным российской стороной предлагается принять участие в конфликте против Украины, говорится в сообщении. Между тем, в Минобороны Таджикистана, как сообщает Азия Плюс, официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Источник в министерстве сообщил, что такие решения и договоренности принимаются на высшем уровне ведомства, и простые сотрудники не имеют доступа к таким данным. Таджикистан обеспокоен новым обострением отношений между Арменией и Азербайджаном и призывает к скорейшему урегулированию ситуации дипломатическим путем. Об этом заявил премьер-министр Таджикистана Кахыр Расулзода, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме онлайн, сообщает НАС информагентство «Хувар». Важно не допустить дальнейшего обострения ситуации и как можно скорее вернуть пути решения проблем в политическое и дипломатическое русло, подчеркнул Расулзода. Единственным способом обеспечения мира и стабильности в регионе, по его словам, является эффективного использования диалога на основе ранее принятых документов. В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана обострился конфликт. Минобороны Армении заявила об обстреле приграничных городов. Сообщалось, что азербайджанские военные использовали в том числе беспилотные летательные аппараты и минометы, а удары наносились по гражданским объектам. В Министерстве обороны Азербайджана, в свою очередь, заявили, что подразделения вооруженных сил Армении совершили масштабную диверсию на азербайджано-армянской государственной границе. Армения заявила о гибели 49 человек со своей стороны. Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных. Ранее Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности решил направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Бзасем для оценки обстановки и подготовки доклада главам государств.